Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Шара. Сегодня в программе. Спикер парламента Лаша Ашуба принял делегацию из Республики Южная Осетия, которая прибыла в качестве международных наблюдателей на выборы президента Абхазии. В Сухуме прошел семинар и мастер-класс от специалистов Института коррекционной педагогики, которые приехали по просьбе абхазских коллег. В Приморской средней школе номер 1 появился новый компьютерный класс и большой спортивный комплекс. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба встретился с российским политиком и государственным деятелем Сергеем Бабуриным. Сергей Бабурин еще в 2008 году удостоен звания почетного гражданина Абхазии и уже традиционно независимый наблюдатель от России на выборах в республике. Валерий Бганба поблагодарил политика за приезд и активное участие в развитии отношений Абхазии и России. Сергей Бабурин, в свою очередь, выразил радость в связи с очередным посещением Абхазии, тем более по такому значимому для республики поводу. С российским политиком и государственным деятелем Сергеем Бабуриным также встретился спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Спикер парламента поблагодарил Бабурина за участие во всех электоральных выборных процессах Абхазии. Отметил, что его вклад в развитие и становление Абхазии. Вы участник всех электоральных выборных процессов на территории Республики Абхазия. В самые сложные моменты здесь бывали. Хорошо помним кризис 2004 года, связанный с президентскими выборами. Вы участвовали в переговорном процессе и помогли преодолеть этот кризис. Надеемся, на этот раз выборная кампания пройдет спокойно и стабильно. Мы в этом уверены. Поэтому добро пожаловать. Очень рады вас видеть. Также огромный вклад ваш в развитие и становление нашей республики. Это процессы, связанные с периодом до признания, период перед признанием и период после признания. Знаем, что вы являетесь иностранным членом Академии наук Республики Абхазия, вносите свой вклад в общение, наших научных кругов. Знаем вашу особенную связь с Абхазским государственным университетом. Ну и, конечно же, связь с нашими экс-президентами. Это связь с Владиславом Григорьевичем Ардзенба, с Сергеем Васильевичем Багапш и с другими руководителями нашей республики. В Абхазии вас знают, любят и, конечно же, чтят. Добро пожаловать. Мы очень рады, что и в этот раз вы нашли возможность поучаствовать в качестве наблюдателя в наших выборах. Для меня действительно любой приезд в Абхазию – это приезд на землю, где находится часть моего сердца. У вас замечательная земля, замечательные люди, героический народ. И, конечно, для меня важно, чтобы и выборы 2025 года все-таки проходили в обстановке максимально консолидации народа Республики Абхазия. Вот я не так давно был наблюдателем на выборах президента Республики Беларусь. И не скрою, я был очень удовлетворен тем, что в Беларуси извлекли уроки из драмы 2020 года, вот тех массовых протестов против президента Лукашенко, и извлекла власть, и извлекли жители, граждане республики, потому что вот те проценты, которые получил Лукашенко по итогам выборов, им удалось консолидироваться перед теми угрозами, которые сегодня во всем мире сформировались. И, конечно, я очень надеюсь, что при всех спорах избирательных абхазскому обществу удастся консолидироваться сегодня, ибо вызовы перед Абхазией, перед Россией. И я бы очень хотел, чтобы в Абхазии не формировалась традиция свержения президентов до истечения срока их полномочий. Спикер парламента Лаша Ашуба принял делегацию из Республики Южная Осетия, которая прибыла в качестве международных наблюдателей на выборы президента Абхазии. Репортаж Алики Трапш.
Приветствую делегацию из Южной Осетии во главе с председателем парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заазой Дрияевым. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба отметил, что южноосетинские коллеги всегда участвуют в электоральных процессах нашей республики. У нас два братских народа, сложились самые теплые взаимоотношения. Такие отношения были традиционно у республик Абхазии и Южной Осетии. И, конечно же, мы сегодня продолжаем эти традиции. Спасибо вам за это, спасибо за отношения. Один из последних визитов был в сентябре 2024 года. Мы с теплотой вспоминаем вас, ваш последний визит. Поэтому добро пожаловать, рады вас приветствовать в стенах Народного собрания парламента Республики Абхазия. Зааза Дрияев поблагодарил Лашу Ашуба за приглашение в качестве международных наблюдателей. Он пожелал братскому народу процветания. Я хочу, чтобы в этот день абхазский народ сделал правильный выбор на благо Абхазии, чтобы Абхазия процветала, процветал здесь мир, добро и процветание было. И, естественно, я хочу, чтобы было спокойствие и понимание между абхазским народом, чтобы не было никаких склоков, никаких недопониманий. Мы знаем, что такие выборы. У нас тоже горячие выборы происходят, но, однако, мы приходим к какому-то консенсусу и взаимопониманию. И надеюсь, я молю Всевышнего, чтобы здесь, в Абхазии, произошло так же. В завершении встречи стороны выразили надежду на то, что выборы президента Абхазии пройдут в спокойной обстановке и с соблюдением закона. Аля Катрапш, Камила Джопа, Абхазское телевидение. Международный пресс-центр ЦИК открылся в Сухуми. Пресс-центр будет работать 3 дня. Задачей пресс-центра является освещение выборов, а также предоставление объективной информации о ситуации в Абхазии. Открывая пресс-центр, председатель ЦИК Дмитрий Маршан озвучил списки кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии, рассказал о порядке голосования на избирательных участках. Всего по республике организовано 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Кроме того, 2 избирательных участка откроются в России, в Москве и Черкесске. 15 февраля все избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В основной список избирателей внесено 134 500 человек. Дмитрий Маршан сообщил, что в Абхазию прибыло более 100 международных наблюдателей из 25 стран. В столице города Сухум расположен 9 избирательных округов. По Гагарскому району у нас 5 округов. По Гудаутскому району 7 избирательных округов. По Сухумскому району 2 избирательных округа. По Гульрыбскому 3 избирательных округа. По Ачамчирскому району 6 избирательных округов. По Ткварчарскому 2 избирательных округа. По Гальскому 1 избирательный округ. Голосование на выборах президента Абхазии в Турции не будет. В Центральную избирательную комиссию поступило официальное письмо от полномочного представителя Абхазии Ибрахима Авицба о невозможности открытия в Турции избирательного участка для проведения голосования по выборам президента Абхазии. На основании этого письма ЦИК 13 февраля принял решение закрыть избирательный участок по выборам президента Абхазии, образованный в турецком городе Сакария, и расформировать участковую избирательную комиссию. Турецкие власти они все сделали для того, чтобы этот участок был закрыт. Мы вчера получили от полномочного представителя Абхазии в Турецкой Республике обращение о том, что он не представляет возможность открыть и провести выборный процесс в соответствии с законодательством. Вот. Мы, когда принимали решение о том, что будем проводить там выборы, мы сделали оговорку в Центральной избирательной комиссии о том, что если будут препятствия со стороны турецких властей или же будут выборы проходить с нарушением выборного законодательства, что мы аннулируем и закроем данный участок. Вот. Вчера по данному обращению, которое сделал полномочный представитель, Центральная избирательная комиссия она провела заседание и отменила данное решение в связи с тем, что не было возможности завтра проводить там выборы. И МИД Турецкой Республики, и Министерство внутренних дел, они это препятствовали для того, чтобы данные выборы там осуществить. Хотя наши граждане, они
имеют право, где бы они ни проживали, провести выборы и проявить свое волеизъявление. Председатель ЦИК обратился к гражданам республики, правоохранительным органам с призывом обеспечить содействие в соблюдении законности проведения выборов. За общественным порядком будут следить за пределами Абхазии органы внутренних дел Российской Федерации. Внутри территории участка будут располагаться там наши члены комиссии, а также сотрудники МВД Абхазии внутри участка будут за порядком следить. За пределами я очень надеюсь на то, что никаких эксцессов там не будет. Просто у меня есть информация, что будет массовое скопление людей. И обращаюсь к нашим гражданам о том, чтобы в порядке очереди завтра все, что могли, провести. А еще раз правоохранительным органам обращаюсь, чтобы за общественным порядком и права наших граждан максимально, чтобы они были реализованы, чтобы они за данным мероприятием обратили пристальное внимание. За ходом проведения голосования в республике будут следить международные наблюдатели. Они отметили высокий уровень организации избирательного процесса и выразили уверенность, что все пройдет хорошо в соответствии с законом. Искренне хочу, чтобы мы завтра с вами убедились, что абхазская государственность давно состоялась. Здесь есть опыт проведения любых избирательных кампаний достойно, организованно, при всех страстях, которые кипят между кандидатами в президенты. Будем верить, что эти страсти останутся в рамках действующей Конституции и закона. А мы с вами будем наблюдать, и, надеюсь, мы это сможем оценить. Да, действительно, я в Абхазии и на выборах, и в других политических ситуациях бываю уже больше 30 лет. I just want to say that it's an honor for me. I understand that your country has a lot. Меня пригласили в качестве международного наблюдателя. Это большая честь для меня. Очень рад быть в вашей стране. Я уверен, что выборы пройдут хорошо, и мы увидим честный демократичный процесс. Per me quindi è un grande onore, un privilegio. Sono onorata anche perché vedo effettivamente con i miei occhi che c'è una grandissima organizzazione da parte del governo. Я хочу подчеркнуть очень важную деталь, которую я заметила в ходе презентации. Хочу отметить высокую и хорошую организацию вашего правительства по подготовке к выборам. Это показатель высокой степени демократичности вашей страны и может стать также примером для других стран в плане самоопределения народа. 15 февраля пресс-центр ЦИК будет работать с 8 утра до 10 вечера, информировать о явке и о ходе избирательного процесса. Предварительные итоги будут объявлены 16 февраля в 12 часов дня. Шазина Ханагуа, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение. Во время выборной кампании по любому вопросу, относящемуся к компетенции правоохранительных органов, граждане могут обращаться в пресс-центр МВД на адрес электронной почты admin@mvdra.org или на линию доверия МВД по телефону +7 940 920 2095. Во всех территориальных подразделениях МВД также круглосуточно работают стационарные телефоны дежурных частей, которые видите на своих экранах. Генеральная прокуратура Абхазии сделала заявление в связи с выступлением кандидата в президенты Роберта Аршпа 11 февраля в прямом эфире абхазского телевидения о фактическом бездействии при выявленных нарушениях контрольной палатой по факту хищения в ГК «Абхазтоп». Генеральная прокуратура напоминает, что Следственным управлением Генпрокуратуры проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности госкомпании «Абхазтоп», по результатам которой в марте 2020 года в отношении бывшего гендиректора «Абхазтоп» Беслана Авицба было возбуждено уголовное дело. Летом 2024 года Сухумским городским судом он был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Авизба обвинялся в хищении денежных средств в особо крупном размере на сумму более 146 миллионов рублей. До вступления приговора в законную силу Авизба оставлен судом на свободе. Приговор обжалован стороной защиты, однако уже на протяжении более полугода, злоупотребляя своими процессуальными правами, Авизба переносит заседание Верховного суда, не позволяя тем самым рассмотреть жалобу его защитников, в случае отклонения которой он будет заключен под стражу в зале суда. В адрес Министерства энергетики и транспорта внесено представление для принятия мер по устранению выявленных в деятельности РУП «Абхаз-Топ» нарушений. С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте Генпрокуратуры. Природоохранная прокуратура проводит плановую проверку соблюдения природоохранного законодательства рыбодобывающими предприятиями. С декабря прошлого года по настоящее время зафиксировано 9 нарушений правил рыболовства в бассейне Черного моря. 8 из них – это заход судов в запретный район в акватории Учимчирского района. Одно нарушение – заход в запретный район в устье реки Гумиста. По этим нарушениям капитаны сейнеров привлечены к административной ответственности. Рабочее совещание исполняющего обязанности министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Будба и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в режиме видеоконференции состоялось в пятницу 14 февраля. Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, таких как возобновление строительства новой республиканской детской больницы, приобретение и установка медицинского оборудования в республиканской больнице, а также телемедицинские консультации врачей Абхазии и России. Эдуард Будба поблагодарил коллегу за помощь, оказываемую здравоохранению Абхазии. За текущую неделю возбуждено одно дело об административном правонарушении. Обнаружено и изъято 40 единиц вычислительного оборудования. Государственным таможенным комитетом Абхазии с момента функционирования Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго», выявлено 16 фактов административных правонарушений. Обнаружено и изъято 293 единицы вычислительного оборудования по добыче криптовалют и 17 комплектующих единиц. 12 февраля 2025 года оперативным подразделением таможенного управления Гальского Государственного таможенного комитета совместно с пограничным управлением ФСБ России и районным отделом СГБ Республики Абхазии в селе Бгоура Галского района в подсобном помещении одного из домовладений обнаружено и изъято 40 единиц вычислительного оборудования у гражданина Тапурия. В отношении него составлен административный материал по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 199.82 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. Абхазия и Россия будут совместно работать в вопросах организации образования и психолого-педагогического сопровождения учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В Сухуме прошел семинар и мастер-класс от специалистов Института коррекционной педагогики, которые приехали по просьбе абхазских коллег. В мероприятии приняли участие психологи и педагоги со всех районов республики. Адиса Сагария расскажет подробности. Работа семинара была выстроена в 2 этапа, где первая часть была посвящена работе с детьми с трудностями обучения и диагностики образовательных потребностей. Семинар прошел во 2-й столичной школе и собрал психологов и педагогов со всех районов республики. Это 3 специалиста, которые поделятся своим опытом, поделятся своими наработками. Знаете, это не первый такой визит наших коллег из системы образования. Эта тема актуальна вообще и не только в Абхазии, а везде, во всем мире. Вопрос в том, что как обучать того ребенка, у кого есть какие-то проблемы. Обучены должны быть все буквально. Не только там дефектологи, психологи, логопеды и так далее. В эту ситуацию проблемное решение вот этих вопросов должны быть вовлечены все. И учителя, и воспитатели, и родители, конечно же, в первую очередь. Но учитель должен понять, как с этим ребенком сегодня, как его обучать. При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка,
ребенка, создавая комфортную и поддерживающую среду, а также обеспечивать непрерывность образовательного процесса в зависимости от типа заболевания. Должна быть взаимосвязь. Иногда врач дает какой-то протокол, но этот протокол должен уметь считывать учитель, потому что не всегда бывает так, что там, допустим, работает с ним дефектолог, а дальше в классе все это опять рушится, опять, то есть нету этого продолжения. Здесь мы должны работать все вместе. И в дошкольном образовании, и в среднем звене. Чем раньше мы увидим эти проблемы и сумеем откорректировать их, преодолеть все трудности у детей, тем, конечно, им легче будет по жизни. На данный момент в Абхазии нет подтвержденной статистики детей с ограниченными возможностями здоровья, но благодаря диспансеризации школьников, проводимых российскими специалистами в учебных заведениях республики, данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов, отметила Ада Кварчили. По ее словам, это облегчит работу учителей и психологов. И мы думаем, что это тоже даст нам такую возможность выявить этих детей, поставить на какой-то учет. Многие, знаете, родители, да, есть такие, которые сами активные, сами пытаются, чтобы дети их были социализированы в такой среде школьной. Но не все тоже родители. По определенным причинам, конечно, эти дети, они выпадают из образовательного пространства. Поэтому нужно, конечно, охватить всех буквально и дать им равные возможности со всеми. Различные типы ограниченных возможностей здоровья у детей представляют собой сложную проблему, требующую индивидуального подхода и специализированной поддержки, создания коррекционно-развивающей среды, что требует определенных знаний, отметила заведующая лабораторией образования и комплексной реабилитации детей с нарушениями речи Института коррекционной педагогики, кандидат педагогических наук Елена Ворошилова. Какие-то задачи могут решаться без длительного систематического сопровождения специалистов, но эта категория детей достаточно узкая. Если это такие минимальные трудности, знаете, есть категория детей, у которых вот все хорошо, а с математическими представлениями, то есть вот с этим образом мышления, локальные трудности. Вот это относится к той категории, и они, как правило, вот здесь важно то, что эта помощь направлена на адаптацию ребенка в классе, в среде. А вот как раз обучаясь с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, здесь вся помощь будет направлена на преодоление вот этого дефекта, на преодоление трудностей непосредственного ребенка. Вот это вот важно учитывать, когда вы составляете образовательный маршрут конкретного ребенка. По словам абхазских педагогов, подобные семинары очень полезны для специалистов, работающих в этой среде, а именно для учителей, психологов и, конечно же, логопедов. Но, как правило, бывает так, да, что вот выявляя какие-то особенности развития у таких детей, мы просто не знаем, что с ними делать. Включать инклюзивно в процесс общего обучения, будет ли это для них успешно, актуально и принесет ли какие-то плоды и результаты, либо как-то разделять этих детей и учить по определенной программе. На сегодняшний день вот у нас существует в Сухуми одна коррекционная школа, но там существуют критерии определенного набора детей. Вот то, о чем сегодня говорят наши коллеги, в принципе, показывает возможность диагностики пограничного состояния ребенка. То есть можем ли мы продолжать на общих образовательных началах обучать такого ребенка в классе, либо мы вот в общеобразовательной школе, либо мы все-таки должны его изолировать, грубо говоря, да, переместить в другую среду, где ему было бы там комфортно. По итогам семинара все его участники сошлись во мнении, что специальные школы для инклюзивного образования детей должны быть открыты во всех городах и районах республики. Адис Сагари, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Информация о том, что одну из школ села Алагадзе отобрали подаренный России автобус, не соответствует действительности. Об этом заявил исполняющий обязанности министра просвещения Абхазии Иналга Аблия. Наша идея была в том, чтобы доставить один автобус в село, потому что там есть две малокомплектные школы. Поэтому на данный момент будет достаточно того, чтобы обе школы будут пользоваться этим транспортом, ездить вместе на мероприятия и экскурсии, сказал Иналга Аблия. Габлия также подчеркнул, что проект по обеспечению школ автобусами только начался и будет продолжен. К сожалению, некоторые
провокационные публикации нас огорчают, ввиду того, что есть недопонимание у некоторых граждан, что мы только начали обеспечивать наши школы школьными автобусами, транспортом, который очень много где изношен, где-то он есть, мы до сих пор их эксплуатируем, но потребность достаточно большая, и мы вот первым этапом охватили значительную часть наших сел. Мы не можем одним днем решить эту проблему, поэтому если говорить о селе Лагадзе, мы на одно село выделили один автобус, там две небольшие школы, которые спокойно справятся и будут обслуживать один автобус. У них там, когда будут мероприятия, скажем, какие-то поездки, экскурсии, одного автобуса пока предостаточно. Хочу подчеркнуть, что мы должны, как говорится, относиться к этому с большой благодарностью, не делать из этого каких-то конфликтов. Это большие деньги на закупку такого транспорта, его надо было довести в целости и сохранности. Мы все это организовали благодаря поддержке Министерства просвещения, руководства администрации президента России. Я благодарю Сергея Сергеевича Кравцова и Сергея Владимировича Кириенко за этот беспрецедентный подарок. Для нас это очень масштабная поддержка, для нас как маленькой страны. Мы ощущаем, даже один автобус, который мы привезли был бы уже ценен. Вот и сегодня у нас прошло онлайн-совещание, видеоконференция с министром просвещения России Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Вот только что мы его завершили, и мы подтвердили эти намерения, что мы проект будем продолжать дальше. Мы будем поставлять транспорт в наши школы и села, и много чего еще, что мы и ранее заявляли. Вы знаете, Сергей Владимирович сюда приезжал, провел здесь много встреч, и, соответственно, мы все договоренности еще раз подтвердили. Это и грантовая поддержка наших учебных заведений. Например, вот мы в Машуке, когда были в Пятигорске, сказали нашим учителям о возможности создавать новые классы в образовательной среде. Это и класс робототехники, и мультимедийные классы, такие интерактивные музеи внутри школы. Это может быть класс для создания беспилотных летательных аппаратов. Это может быть какая-то лаборатория новая, связанная с технологиями. Вот, поэтому это уникальные возможности. До 1 000 000 рублей для каждой школы будет выделено из фонда президентских грантов. Поэтому мы сейчас как раз собираем заявки, все это систематизируем, смотрим, где, в какой школе, в каком районе, что лучше сделать, что лучше реализовать. Поэтому это огромная поддержка. Мы организуем совсем скоро курсы подготовки, переподготовки учителей, чтобы они могли пользоваться этой техникой. К тому же, еще вы знаете, мы уже объявляли об этой новости, будет поставка интерактивных досок. Поэтому я еще раз благодарю наших коллег. Это действительно большой успех и большая победа для нашей системы образования, что мы можем такие возможности реализовать у нас в стране. Мы отдали автобус селу, и село должно грамотно им распорядиться на 2 школы. На 1-ю, 2-ю Лохвадинскую школу. Поэтому тут я проблем не вижу. В Абхазию с однодневным визитом прибыли мэр города Уфа Радмир Мавлиев и первый заместитель главы Казани Денис Калинкин. Глав российских регионов приняли в администрации Сухума. Приехали подтвердить наши намерения по сотрудничеству в сфере благоустройства и взаимной поддержки, сказали мэр Уфы и заместитель мэра Казани на встрече с мэром Сухума. Беслан Эшба прервал свой отпуск, чтобы лично встретить дорогих гостей. Мы очень рады, что вы приехали к нам в гости. Наши города объединяют уже несколько лет, это более 10 лет. Да? У нас побратимские отношения недавно подписали с Казанью. И вот те шаги, которые мы предпринимаем в рамках наших побратимских отношений, я думаю, что они только радуют людей, кто живут в наших городах. И тому пример недавно построенная колоннада в городе Уфа. Мы все были на ее открытии. Это было очень знаменательное событие для нас всех, как раз подтверждение этих братских отношений. С Казанью мы также сотрудничаем очень
эффективно. Наши специалисты ездят в город Казань и участвуют в форумах. В архитектурном форуме недавно вот приехала наша делегация. Огромное вам спасибо за внимание. И я думаю, сегодняшняя наша встреча тоже даст еще больше импульс нашему взаимодействию. Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев передал привет от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Уфа – город, который оказывал помощь Абхазии в тяжелое военное время. Город, в котором учились многие ныне известные специалисты, работающие в абхазских учреждениях здравоохранения, культуры, науки и спорта. Плодотворное сотрудничество продолжилось и в мирное время. И по сей день идет активное развитие взаимодействия. Мэр Уфы привел данные о товарообороте между городами. Отметил также, что увеличился туристический поток в Абхазию. Уважаемый Беслан Федорович, уважаемые друзья, посмею обратиться именно так, поскольку вы подтвердили, что уже много лет наши отношения крепнут, но, наверное, так, как сейчас развиваются, не развивались никогда. Я приехал с этим желанием подтвердить наше намерение о том, что мы продолжим с вами сотрудничество. Самым ярким подарком, которым Уфа недавно отметила 450-летие, Ратмир Мавлиев назвал установку точной копии Сухумской колоннады в столице Башкортостана. По его словам, она стала таким популярным местом, что бьет рекорды по посещаемости среди жителей республики. Ратмир Мавлиев рассказал, что в Уфе был проведен фотоконкурс среди любителей и профессионалов, работ на которых изображена новая колоннада. Колоннада стала новой достопримечательностью Уфы. Там уникальное светотехническое шоу, которое вечером с 8 часов включается с исполнением гимнов двух стран, это Республики Абхазия и Республики Башкортостан. Мэр Уфы выразил готовность продолжить совместную работу в части благоустройства и озвучил пожелание, чтобы в Сухуме появился объект, который олицетворял бы Уфу. Первый заместитель главы Казани Денис Калинкин поделился, что впервые находится в Абхазии и в Сухуме. По его словам, Казань также готова быть полезной городу-побратиму. Мы также хотели бы посмотреть, чем бы и мы, Казань, могли бы быть полезными для вас. Спасибо. И что там мы могли сделать для вас, и что-то перенять у вас и сделать в нас Казань. Беслан Эшпа подчеркнул, что подобное отношение городов-побратимов подстегивает к более эффективной работе и взаимодействию. Он сообщил, что надеется на участие и помощь при осуществлении инфраструктурных проектов, в частности, восстановление части набережной и частичный ремонт детского сада Апра. У нас есть серьезные проблемы в инфраструктурных проектах, потому что, как вы знаете прекрасно, на это всегда нужны огромные средства. У нас есть центральная набережная города Сухум, часть из которой мы содержим, неплохо содержим. Хочу вам предложить вот вторую часть набережной посмотреть, пройдемся и там обсудим, что можно было бы сделать. Мы своими силами не успеваем, и нам сложно, и вот ваша помощь в этом будет для нас, конечно, бесценна. Ратмир Мавлиев вручил Беслану Эшпа юбилейную медаль 450-летия основания города Уфы за вклад в благоустройство и развитие отношений между городами. Спасибо. Делегация гостей вместе с главой Сухума прогулялась до знаменитой колоннады. Здесь были презентованы лучшие работы фотовыставки «Где камень встречает воду», посвященную развитию дружеских отношений между Абхазией и Башкортостаном, которую провели ранее в Уфе. На фотографиях красочная уфимская колоннада на набережной реки Белой, ставшей точной копией сооружения в Сухуме. Это вот, конечно, ночной вид, он вообще уникальный, если вот отсюда посмотреть. Видите, подсветка отражается в воду, то есть прям очень богато смотрится все это. Ну и как говорил, молодежь, собственно, полюбила это место, собираются. Мэр Уфы рассказал, что в конкурсе с интересом приняли участие многие фотохудожники республики. Победителю фотоконкурса Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии подарил путевку на 7 дней. В колоннаду мы в день 3 раза приходили, но вечерняя история это вообще выше всяких похвал. Когда звучит государственный гимн Республики Абхазии, мы просто там не знали, что вам сказать. Огромное спасибо за то, что вы делаете. Очень Спасибо приятно. вам большое. Я предлагаю вам тоже вот этот конкурс провести. И летом у нас уже провести фотовыставку вашей колоннады. Вот посмотреть, чем она, как отличается. Это несложная работа на самом деле. Мы тоже путевку в Башкортостан подарим. Делегация Уфы и Казани в сопровождении сотрудников столичной администрации побывали в детском саду Апра.
Осмотрели помещения, в которых нужен ремонт. Когда есть поддержка друзей, понимание того, что нужно сделать в первую очередь, все должно получиться, обнадежил заведующую садом Беслан Эшба. На средства столичной администрации в этом учреждении уже сделано немало. Отремонтирована часть здания, но остался еще определенный объем работ в отдельных корпусах. Начинается с детского сада. Обойти тоже никак нельзя. Мы в прошлом году там провели ремонт одного корпуса, еще остается еще 2 корпуса, благоустройство территории. Также мы общими усилиями, я думаю, нам удастся этот детский сад привести в порядок. Российские гости прошлись по набережной. Прибрежная зона от поворота на Маяк до кафе «Дэн» нуждается в обновлении, как парковой зоны, так и покрытия. В общей сложности протяженность этой части набережной 1600 метров, ширина 10 метров. Мэр Сухума дал поручение главному архитектору города Светлане Шаменковой предоставить специалистам администрации Уфы и Казани съемки набережной, рассматриваемой коллегами для работы. В завершении визита после осмотра объектов на пресс-подходе главы российских городов Ратмир Мавлиев и Денис Калинкин рассказали, какую помощь собираются оказать городу-побратиму. Мы сейчас прошлись по набережной вместе с нашими коллегами, посмотрели, в каком состоянии находится. На самом деле чувствуется, что давно не было должного внимания, нет должного обслуживания необходимого, и износ уже достаточно высокий, требует ремонта, и территория достаточно большая. Ну, начиная от замены мощения, тротуарной плитки, продолжая берегоукреплением, монтажом нового освещения. И, конечно же, хочется, чтобы вот непосредственно возле набережной появилась вот эта вот зеленая зона, тоже какие-то дорожки, может быть, велосипедные, детские площадки, спортивные площадки. То есть объем работ достаточно большой, площадь территории достаточно большая. Сейчас наши специалисты приедут, проведут соответствующие расчеты и, конечно же, будем планировать уже участие в благоустройстве, разделим на этапы производства работы и будем приступать. Мы привезли тоже специалистов, они разработают концепцию, представят на утверждение Беслану Федоровичу, главному архитектору, и уже здесь определим объем работ и этапность его. Посмотрели детский сад, который тоже требует капитального ремонта, тоже отправим специалистов, чтобы осметить и посмотреть, чтобы он был достоин этой набережной. Глава администрации Сухума Беслан Эшба выразил уверенность, что общими усилиями будет достигнут хороший результат, и набережная станет такой, какой ей полагается быть. И вот с такой солидной делегацией, я их попросил, чтобы мы посмотрели ту часть набережной, которую мы сами как ремонт осилить не можем, потому что все прекрасно понимаем, что это достояние нашей столицы, достояние нашей страны, где любят гулять не только местные жители, но и туристы, привлекает внимание, весь мир движется вперед. Мы видим, как разные страны, как и в Российской Федерации, так и в других, что такое набережная, у кого есть кусочек моря, это величайшее достояние. И поэтому так долго, что наша набережная находится в таком плачевном состоянии, допускать нельзя. Поэтому я обратился с просьбой посмотреть, что возможно сделать. Конечно же, город не останется, страна тоже будет рядом стоять, все возможности, которые есть у города, тоже будут применены. И вот так общими усилиями с друзьями будем восстанавливать эту набережную. Еще раз подтверждаю, что общими усилиями у нас все получится. Поэтому вот в этом и есть проявление дружбы, проявление отношений. И вот мы гордимся тем, что у нас есть такие друзья и такие братья. Амра Амичева, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В Приморской средней школе номер 1 появился новый компьютерный класс и большой спортивный комплекс. Теперь учащиеся смогут намного больше узнать о мире компьютеров и алгоритмов и полноценно заниматься спортом. Уроки информатики в Приморской средней школе станут намного интереснее и продуктивнее. Теперь у каждого учащегося есть возможность заниматься за отдельным рабочим столом и узнавать больше об IT-технологиях. Ведь в образовательном учреждении появился целый компьютерный класс. Мы, безусловно, рады тому, что у нас появилась такая возможность. Появилось очень много компьютеров, на которых мы можем все видеть, работать с этими компьютерами. Каждый ученик имеет возможность поработать индивидуально с компьютером. По чуть-чуть научимся, как правильно работать с компьютером. Самое главное, мне кажется, поможет в учебе моей, будет легче работать. И спасибо за такую возможность, что у нас есть такие компьютеры, и каждый ученик может пользоваться. Компьютеров много, и каждый будет индивидуально заниматься.
Раньше в образовательном учреждении было всего 4 компьютера, теперь 24. Это стало возможным благодаря поддержке первого замруководителя администрации России Сергея Кириенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Во время визита в Абхазию первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергея была посещена наша Приморская средняя школа номер 1. Сергей Кириенко встретился с нашим коллективом. Значит, была беседа, были обсуждены вопросы, которые волнуют не только, наверное, нас, но и всех. Это кадровый вопрос, но и также техническое оснащение. И после этого после этой встречи нам Сергей Кириенко дал сертификат на 20 компьютеров. Как вы видите, эти компьютеры уже были доставлены в республику и установлены уже в школе. Хотим поблагодарить и сказать большое огромное спасибо главе Адыгеи, ну и, естественно, Кириенко Сергею Владимировичу. Уроки информатики в Приморской школе проводятся 2 раза в неделю в 10 и 11 классах. Сегодня учащиеся с нетерпением ждут занятий, ведь теперь можно больше узнать о мире компьютеров и алгоритмов, и о том, как устроены гаджеты. Я с компьютером очень давно связан, так как у меня дома есть свой ПК. Я разбираюсь в нем немного. И в школе появился он недавно. Очень рад, так как я очень люблю вообще компьютеры. Тем более это поможет другим девочкам, мальчикам, те, которые не знают, как его использовать. У меня даже дома компьютера не было, поэтому информатика – это, безусловно, возможность научиться хоть каким-то базовым знаниям, связанными с компьютерами. И сейчас компьютеры – это очень важная часть человечества, поскольку без компьютера дальше очень сложно будет. И еще одна хорошая новость. В школе появилась долгожданная спортплощадка. Спортзала здесь не было даже в советское время, рассказывают учителя. Теперь здесь можно проводить полноценные занятия по физической культуре. Во дворе построен целый спортивный комплекс. Тренажеры, волейбольные и баскетбольные площадки. Здесь есть все, чтобы заниматься спортом. Теперь ученики Приморской средней школы смогут заниматься на уроках физкультуры не только волейболом и баскетболом, но и футболом. Здесь совсем недавно появилось футбольное мини-поле, а в скором времени появится и футбольная команда. Занятия, да, у нас уже по физкультуре, значит, учитель физкультуры, когда хорошая погода, он проводит с детьми физкультуру на улице. В день открытия, когда у нас было открытие стадиона, мы провели товарищеский матч, приезжали, футбольная команда приезжала из Пицунды, из Гудауты, у нас внизу была уже встреча. Хотим в дальнейшем тоже у себя в школе, здесь сила даже для молодежи, сила для всех, тоже открыть футбольный клуб. Тренер будет приезжать, и будет здесь у нас тоже футбольная команда своя, я думаю, в селе нашем тоже. Спортивный комплекс в школе построен при поддержке депутата парламента Алисы Гулария, главы Адыгеи Мурата Кумпилова, главы администрации села Приморское Леварсы Матуа. Строительство спортплощадки длилось год и завершилось недавно. Мы давно мечтали в Приморской школе построить такую площадку, и наконец-то возможность появилась. Строительство длилось с августа 2024 года по январь 2025 года. Компания-застройщик была из Адыгеи, Дор Транссервис. Проект был нам подарен от архитектора Беслана Касланзе. Он нам сделал это в подарок. Вот благодаря им всем мы реализовали такой чудесный проект в селе Приморское. Хочу поблагодарить всех тех, кто причастен к строительству этого спортивного комплекса. Это наше правительство, Министерство просвещения и нашего депутата Гулари Алису Зауровну за такой большой вклад, который помогла для этого нашего строительства такого красивого спортивного комплекса. Верю, что наша молодежь и наши ученики все здесь будут заниматься спортом. И думаю, может быть, в дальнейшем будут у нас великие спортсмены. Сегодня в Приморской школе обучается 85 человек. Это вторая жизнь сельской школы. Ведь в 2011 году образовательное учреждение в результате замыкания полностью сгорело. В 2013 было отстроено заново. Оставалось лишь построить спортивный комплекс и укомплектовать компьютерный класс. В 2025 желания преподавателей и учащихся сбылись. Теперь здесь есть все для полноценных занятий. Гугут Савардания, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 15-16 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу без осадков. В воскресенье временами дождь, возможен дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью 0,5, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.